До конца навигации этого года остается меньше месяца, но проходила она в весьма сложных условиях из-за обмеления реки Лены от устья до русла. Даже пассажирские рейсы были затруднены из-за низких уровней воды. Подробнее в сюжете Сусанны Рожиной. Рекордно низкие уровни воды в этом году стали причиной затруднения не только завоза грузов, но и пассажирского судоходства. Так, в Жиганском районе устье реки Лены настолько обмелело, что если раньше через него переправлялись исключительно на паромах и моторках, то теперь жители переходят устье реки пешком. Маленький теплоход, который обслуживает трассу Якутск-Жиганск, теплоход Степан Аржуков, не может остановиться около села. Стал останавливаться буквально в 3 километрах от села. И все жители, конечно, от этого испытываем очень большие неудобства. Также по этой причине был затруднен завоз грузов на Таймылыр. И для решения этого вопроса даже привлекли ледокол. Считаю, что навигацию мы должны обеспечить необходимые объемы для жизнедеятельности нашей республики. У нас была проблема по поставке топлива для Таймылыра. Мы получили разовое разрешение для проводки судна винокуров по морю. Соответственно, этот вопрос решен. А жителей Булунского района тревожит то, что теплоход «Кулибин» из-за обмеления может не совершить крайний в этом году рейс до Тикси. Но, как сообщили нашему телеканалу в Лена Турфлот, судно обязательно отправится до Тикси 25 сентября. В компанию уверили, что низкие уровни воды не станут причиной отмены рейса. Практически на всем протяжении Лены у нас уровни воды ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство. Примерно такие уровни воды наблюдались в 1985 году и в 1969 году. То есть это явление, которое сейчас наблюдается под городом Якутском, оно такое цикличное. Но при этом по Лене маломерные суда и паромы ходят по расписанию и без перебоев. Плановое ограничение по ним ожидаются на следующей неделе. Сусанна Рожина, Юрий Осипов, Джулустан Иннокентьев, Павел Пахомов, Якутск, Жиганск. Тем временем подход в Жатайский затон углубляют круглосуточно. Работы проводятся силами землесоса «Вилюй» для обеспечения глубин на подходе к якутской нефтебазе. Береговая техника делает обваловку из грунта и параллельно копает траншею до реки для того, чтобы вода уходила, а оставшийся грунт по мере накопления разгребался.